Аргунское ущелье. Через эти горы в древности пролегали тропы, объединяющие Грузию с Чеченской республикой. Сейчас же здесь вот эта недостроенная дорога, которая идет от Итумкали до государственной границы. Она должна была дойти до грузинского села Шатили, но строительство было остановлено. В начавшейся второй военной кампании проложить дорогу было практически невозможно. Большой проект, финансировавшийся из средств федерального бюджета, так и остался замороженным. В связи с тем, что были там военные события, дорога была закрыта с этой стороны, и с той стороны пограничники стоят. По нашей информации, вот соседние села со стороны Грузии, это прежде всего Шатили, и дальше там живет такая субэтническая группа грузинская, называется Хевсуры. И фактически оттуда стала утекать молодежь, потому что никакого сообщения нету, зимой туда трудно попасть, тоже только можно там на каком-то гужевом транспорте попасть. Поэтому для них, для Грузии это тоже проблема. А это очень богатые, очень красивые места именно для туристов. На самом деле грузины никогда как бы со своей стороны не чинили препятствий, скажем, этой дороги. И фактически там осталась вот небольшая только одна речка, которой надо было поставить мостик. Но она не была сделана, вот последний штрих не был нанесен, потому что начались боевые действия. С 1997 года, когда работы велись усиленными темпами, удалось проложить не только длинный участок дороги, но и построить мосты. 1974 года Атамбакич, они бьют войн хездуар. Олеркшна Казахеш, Обаржга, Узбакичар, Алер, они бюллербо, хогник отбой, вайдахер хирдац. Олер Узбакич, актахна, они бокурбо, они бак. Дорога эта известна также тем, что через нее в древности грузинские делегации посещали Русь по приглашению русских царей. Она, по словам историков, служила своего рода окном в Грузию и имеет большое культурное значение. Эта дорога существует с давних пор, начиная с 14-15. Особенно интенсивно эта дорога осваивалась в 16-17 веках. Нынешняя современная территория Грузии и во втором-первом тысячелетии проживали нахские племена, и наши народы имеют тысячелетнюю единую историю. С этой точки зрения открытие этой дороги имело бы очень большое политическое, культурное и экономическое значение. Открытие дороги Итумкали-Шатили станет плюсом для экономики всей страны. Это повышенный уровень товарооборота и большой туристический потенциал. Выгоду из него получит как Грузия, так и Россия. Во-первых, хотелось бы отметить важность строительства указанной дороги в связи с тем, что это позволило бы повысить уровень торгово-экономических отношений России и Грузии, упростить сегодняшние сложности, имеющиеся транспортно-логистического характера, сокращению сроков доставки грузов не только в Грузию, но и в Закавказье. В отличие от военно-грузинской дороги, которая имеет большую лавинную опасность и перекрывается по несколько раз за год, дорога Итумкали-Шатили сможет функционировать без перерыва. Многокилометровые пробки грузовых машин, которые ждут по несколько месяцев, можно будет избежать. Благодаря этой дороге, проходящей по Аргунскому ущелью, в Грузию можно будет добраться за короткое время. Мухаммад Жамалейла, Адам Яхьяев, Ислам Али Султанов. Неделя.